Так мало времени, успеете всех подготовить? Я думаю, что да, потому что в прошлый раз, когда я и Светлана Смирнова, столицкая группа Балаган Лимитед, готовили участников, мы, по-моему, 18 человек за 2 дня подготовили вдвоем. А сейчас нас 4, конечно, мы успеем. В чем основные, такие большие сложности в подготовке участников? Конечно, в том, что они поют. Потому что вот я сегодня послушал, мне кажется, поют-то все хорошо, но вот то, что они поют и как они поют, это большая проблема. Это проблема не только студентов, это проблема многих исполнителей. Поэтому у нас одни популярные, другие непопулярные. И у ребят проблема основная то, что репертуара нет. Им никто не пишет, они вынуждены скачивать минусовки из интернета и под них работать. Поэтому очень надеюсь, что конкурс все-таки выйдет на такой профессиональный уровень, что хотя бы победителю напишет кто-то профессиональную песню. Может, мы напишем. Универвидение – это все-таки не профессиональный вокальный конкурс. И в чем еще отличие от остальных конкурсов? Это, конечно, в подготовке, потому что мне кажется, многие профессиональные конкурсы не имеют такой серьезной подготовки. У нас на каждого по 2 волонтера, все конкурсанты тоже, за ними глаз да глаз. Просто все очень круто. Прям мне это очень нравится. Молодцы, кто обеспечивает нам всю эту организацию. Хороший звук, хороший свет, зрители добрые в зале. То есть так все по-боевому. Я был на некоторых конкурсах, тоже непрофессиональных. Это все вяло, это все скучно. Бедные участники ждут по 50 минут, когда выйти на сцену, это еще самое маленькое время, а потом им вручают какую-то бумажку, диплом, типа все, вы отработали, до свидания. Здесь прям боевой дух, и мне даже жалко, что из 24 человек выберут только 10, которые пойдут на финал. Мне прям жалко. Надо было бы всех 24, но сказали, что это невозможно, это будет неправильно. Как думаете, какие перспективы универвидение открывает для своих участников? Я не знаю, какие перспективы кто к себе откроет. Это дело самих участников. Но знаю, что победительница прошлого года сменила профессию и стала профессиональной певицей, по крайней мере, пошла на нее учиться. Я думаю, что это заслуга как раз конкурса. Может быть, до этого она бы даже и не мечтала об этом. А тут ей все сказали: давай, становись профессионалкой. И она, я думаю, что Олеся приедет и нас порадует своим пением. Но она вот теперь будет у нас скоро певицей. А вы, как директор продюсерского центра, будете как-то продвигать победителя? Я, знаете, какой директор продюсерского центра? Я живу по принципу «под лежачий камень вода не течет». Если меня будут долбить телефонными звонками и письмами, я, конечно, помогу каждому. Но по своему опыту я знаю, что сейчас они все хотят, завтра они все пропадут. Это просто студенты. У них начнутся сессии, экзамены, дипломы. Им уже никому не хочется петь. Я никогда сам не навязываю свою помощь. Поэтому они все знают, что мы можем помочь. Тот, кто обращается, тот получает эту помощь. Вот всем рассказываю эту историю, что в прошлом году я ездил на всероссийские школы студенческой весны, такие проходят. И сейчас мы взяли на работу человека с этой школы. Он нам снимает теперь видеоклипы. Так что, если вдруг вы хорошие операторы, обращайтесь к нам, и мы вас возьмем на работу. Вот, поэтому и так же с вокалистами. Если они будут стучаться в дверь, мы ее откроем. Но мы сами стучаться не будем. Вы еще автор песен. Готовы написать песню для победителя? Песен, ради бога, лишь бы пел. Дорогие жители Сыктывкара, с зимой вас!